Мы отправляемся с вами по следам крымско-татарских воинов в далекие походы. На примере известных битв и военных кампаний увидим крепости и города, которые пали под натиском крымцев. Побываем на поле битвы и увидим, как была одержана победа и на каких условиях заключался мир. Узнаем, что такое древнее тюркское боевое искусство Каракаплан и какую пляску устраивали крымские конники на поле битвы. Заглянем в походные шатры крымских военачальников и увидим, как разрабатывалась тактика и стратегия предстоящего сражения. Все о военном деле в программе «Алтын Девыр». Пороховая революция позднего Средневековья отразилась на боеспособности Крымского ханства. Его полководцы быстро оценили преимущества пушек и мушкетов. Сформированные ими регулярные корпуса артиллеристов и вооруженных мушкетами солдат становятся элитой ханского войска. Они никогда не отличались многочисленностью, в этом не было нужды. Главное, это были профессионалы своего дела. Обновленную крымско-татарскую армию нелегко было отбить, сложно разбить и невозможно уничтожить. Теперь, наравне с холодным оружием, которым в совершенстве владели крымцы, в XVI веке появляются профессиональные отряды ружейных стрелков и артиллеристов. Ряд современных историков утверждают, что в крымском войске отряды стрелков появились только в начале XVI века. Однако сохранились письменные свидетельства, утверждающие обратное. Посланник московского князя крымскому хану Алексей Заболоцкий доносил в Московию с Крыма в 1499 году. Царь Менглигерай на Орду идет спешно, и пушки и пищали с ним идут же. Это сообщение ярко иллюстрирует особенности крымской армии. Первые отряды стрелков, сикбанов, что буквально означает трубка или ружье, появились не позже 90-х годов XV века. С этого времени значение огнестрельного оружия в тактическом искусстве крымских татар неуклонно растет. В 1531 году Калгас Ахипгерай с уверенностью говорил, что в случае его похода на Москву османский султан пришлет крымцам пищали и пушки столько, сколько понадобится. Само огнестрельное оружие крупными партиями изначально доставлялось в Крым из Османской империи. Сохранились сведения, что в начале 20-х годов XVI века османский султан прислал крымскому хану 500 пищалей, то есть ружей. В 1550 году Михалон Литвин подтверждал, что в Крым приходят многочисленные корабли с того берега Черного моря из Азии, привозят им, то есть татарам, оружие. О традиции крымских татар закупать свинец и порох у османов писал в 1624 году Калгаш Агингерай. А вот во время конфликта крымцев и османов правительство ханства пыталось наладить закупку ружейных боеприпасов у соседей Речи Посполитой. Из крымского регулярного подразделения личной ханской гвардии Капы-Кулу формируется отдельный корпус стрелков или мушкетеров, называемый сикбанами. Крымские сикбаны, как их османские современники, в начале 17 века были разделены на белюки по 50-100 человек во главе с белюк-паши. Командиры полусотенных отрядов сикбанов охраняли крепость Ор-Капы. Их называли Удабаш-Азаб, что соответствовало европейской классификации званию лейтенанта. Они находились на содержании как самого хана, так и карачи-беев. На первый взгляд сикбаны представляли аналог османским ружейникам, но в большинстве своем крымские сикбаны внешним видом отличались от своих современников из Османской империи. Они не носили высоких янычарских колпаков, заменой им была меховые шапки и чалма. Ивлия Челеби писал, что весь народ носит суконные кафтаны и суконные штаны, но капы-кулы от Аги, Аталыки, Мурзы и султаны, то есть принцы, носят собольи шубы и шапки. И есть также такие, что носят белые чалмы.
обуваются в плетеные ботинки или туфли. Все ездят верхом. В качестве иллюстрации яркий пример миниатюрок Шах-Наме Субхи-Челеби Таликизаде. Здесь сикбаны хана Сахиба-Гирая одеты в шапки с низкой красной тульей и меховой опушкой, красные и зеленые кафтаны с осевым разрезом, синие штаны и сапоги. Ружья первых крымских тюфингчи и сикбанов были османского производства. Они имели фитильный замок азиатского типа. S-образный курок упрятан в толщу ложа. Длинный железный ствол, именуемая змеиная голова, и массивный, короткий, почти прямой приклад. Позже наряду с фитильными ружьями стали применять кремневые аналоги. Для того, чтобы пехотинцы не задерживали движение кавалерийских частей, крымские тюфингчи часто садились на коней и спешивались непосредственно перед боем. Так, во время одной из битв с казаками в 1666 году Ивлия Челеби пишет: «Достославный хан отдал приказ, и все стрелки с ружьями спешились с коней». Примерная численность подобных пехотных отрядов всегда колебалась, и если первоначально в Крыму было несколько сотен капы-кулу, вооруженных ружьями, то уже в 1523 году при новом хане Сааде-Гирае численность вдвое увеличилась. Почти через 10 лет уже при хане Сахибе-Гирае зафиксировано 1000 профессиональных стрелков. О максимальной численности ружейных стрелков, способных принять участие в военных действиях за пределами ханства, в первой половине XVI века свидетельствуют данные о походе Сахиба-Гирая на Хаджи-Тархан в 1546 году. Готовясь к началу военной кампании, хан провел тотальную мобилизацию боеспособного населения. При этом число ружейных стрелков составило около 1000 человек. О 1000 сикбанов сообщает Михалон Литвин в 1551 году во время Черкесского похода. Во время Судьбищенского сражения в 1555 году рядом с крымским ханом находилось 1000 сикбанов с ружьями. Согласно подсчетам шведского историка Иоганна Тунмана, крымская армия в конце XVI века насчитывала 800 готских пехотинцев и 2000 гвардейских кавалеристов-сейменов. В последующие десятилетия численность тюфингчи в составе крымской армии возросла. Характерен комментарий Ивлия Челеби относительно событий, предшествующих походу на мятежных ширинов в 1667 году. Высокодостойный хан собрал целую 1000 местных воинов и прославленных джигитов-стрелков из ружей. 500 стрелков собрал Калга-Султан. И еще 500 стрелков собрал Нуридин Султан. 300 стрелков собрал ханский визирь Ислам-Гирай, а бывшие прежде в заложниках в черкесской стране султаны из чубанов пришли с почти 2000 стрелков. Таким образом, всего было собрано 4300 пехотинцев с ружьями, а кроме того 80 000 всадников татар. И если в первой половине XVI века для крымских сейменов закупалось оружие в соседней Османской империи и некоторых европейских странах, то уже во второй половине XVI века ханство наладило производство огнестрельного оружия. К этому подвигла военно-политическая необходимость. Интересен еще один факт. Жители ханских провинций нагайцы в XVII веке были вынуждены освоить огнестрельное оружие самостоятельно. Причем данный процесс шел весьма быстро. Если еще в начале 30-х годов XVII века нагайцы сильно недолюбливали огнестрельное оружие, то спустя десятилетия они уже вовсю палили из ружей, сбивая наступательный порыв противника. В результате нагайцы освоили приемы ведения огнестрельного боя даже раньше своих европейских соседей. Одним словом, в нагайском военном искусстве тюфингчи сразу же стали играть весьма заметную роль в борьбе с противником. Важную роль в ханской армии играла артиллерия. Возможно, первые европейские пушки, находившиеся в крепостях полуострова, были изъяты из бывших генуэзских арсеналов. Чуть позже важную роль в формировании артиллерийского парка Крымского ханства в конце 15-го, начале XVI века сыграли поставки орудий и боеприпасов с территории Османской империи. Первые сведения о применении крымцами артиллерийских оружий за пределами полуострова относятся к самому началу 90-х годов XV века. В 1493 году крымский хан Менгли-Гирай пришел с пушками на Черкасский городок. В 1502 году он двинулся в поход против Большой Орды, взяв с собой пушки. В
В 1516 году крымцы совершили поход на Хаджитархан с пушками. Таким образом, уже к концу 15-го, начала 16 века артиллерия становится важным компонентом вооруженных сил Крымского ханства, причем со временем ее роль в военном искусстве крымских татар только возрастала. По сообщениям современников, артиллерийский парк Крымского ханства делился на 3 типа пушек – Шах-Зурбазан, Шах-Кулеврин и Бал-Емес. Наибольшей популярностью пользовались пушки типа Зурбазан. Они делились на малые, большие и средние. Самые малые образцы пушек Кучук-Зурбазан имели длину ствола около метра при весе 54 килограмма. Из них стреляли миниатюрными ядрами, вес которых колебался от 150 до 920 грамм. Подобные оружия идеально подходили для военных кампаний, требовавших быстрого передвижения на большие расстояния. При транспортировке малый Зурбазан помещали в специальные ясли или вьюки, крепившиеся на спины лошадей. Причем каждый конь мог перевозить по 2 таких оружия. Вес среднего Зурбазан-Миане или Орта-Зурбазан составлял от 50 до 200 килограмм. Они стреляли ядрами чуть более килограмма. Можно сделать предположение, что основную часть крымско-татарской полевой артиллерии составляли именно малый и средний Зурбазан. Большие Зурбазан, Бююк или Шах-Зурбазан могли достигать внушительных размеров. Так, например, известны османские образцы первой половины XVI века, имевшие длину ствола 3,5 метра, при весе более 2 килограмм и калибре 26 сантиметров. Средний вес ядра составлял 2,5 килограмма. В середине 60-х годов XVII века некоторое количество Шахи-Зурбазан входило в состав артиллерийского парка Крымского ханства. Как правило, они использовались ханскими военачальниками в качестве гарнизонной артиллерии. В частности, ими были укреплены башни многочисленных крепостей ханства. Тем не менее, при определенных обстоятельствах пушки типа шахи также могли применяться и во время военных походов за пределами ханства. Для этой цели их размещали в телегах и арбах типа Вагенбурга. Неизвестно, на протяжении всего ли периода существования державы крымских татар пушки закупались в Османской империи, или же местные мастера все-таки делали попытки отливать пушки в Крыму. Вероятно, такие попытки были, и археологам еще предстоит найти литейные мастерские, где изготавливались крымские зурбазаны. Ведь хорошо известно, что Крымское ханство славилось литейным производством. Основу личного состава артиллерийских подразделений ханства составляли крымские татары-канониры. Однако известно, что с освоением в ханстве пушек в Крым присылались османские артиллеристы топчи. В подтверждение этому в 1532 году вместе с Ахибом Гераем на полуостров прибыло 60 османских топчи. В их обязанности входило обучать местных крымских татар пользоваться пушками и следить за их состоянием. Численность персонала, приписанного к артиллерийскому парку, была весьма значительной. В крепости Ор-Капы, к примеру, в середине 60-х годов XVII века, по соседству с подразделениями сикбанов находились казармы для артиллеристов. Они же были расквартированы и в крепости Кефе. В зависимости от военной обстановки пушки использовались в полевой артиллерии, во взятии и осаде вражеских городов и в защите собственных крепостей. Как правило, большие пушки находились в арсенале на территории Крыма и использовались в качестве артиллерии. В середине XVII века Крымский артиллерийский парк насчитывал более 100 пушек. Большая часть оружия была сосредоточена в крепостях ханства и представляла собой гарнизонную артиллерию. Значительным количеством пушек были оснащены укрепления Ор-Капы или Перекоп. В каждой башне размещалось по 5 тяжелых пушек Шахи-Зурбазан. Кроме того, в 2 больших башнях у подножия крепости были 5 тяжелых пушек Кулеврин. Ивлия Челеби отмечал наличие артиллерии в тех крепостях, которые он посетил лично во время путешествия по Крыму. В крепости Инкерман он насчитал 5 пушек Шахи-Зурбазан. В крепости Балаклава 20 пушек. В крепости Мангуб пороховой склад, несколько пушек, ружья и военную амуницию. В крепости Керчь пушки Шахи и Шахине. В башне Арабат 150 сикбанов, отличный склад оружия, пушки шахи, убойниц. В крепости Джанишке у современного Геническа 280 сикбанов с ружьями, оружейный склад, пушки Шахине. В крепости Тамань 20 пушек Шахи. В крепости Кефе 50 пушек,
в крепости Судак всего одну пушку «Шахи». Спектр боевых задач крымской артиллерии был весьма широк. В полевом сражении они применялись для отражения вражеских атак, для поддержки наступления собственных кавалерийских или пехотных подразделений, для защиты Вегенбурга, для подавления вражеской артиллерии, для психологического воздействия на противника. В некоторых случаях пушки «Зурбазан» использовали в качестве стенобитной артиллерии. Однако малый калибр оружия не всегда позволял крымским канонирам добиться желаемого результата. Артиллерия самих нагайцев была представлена как крымским, так и иностранным трофейным орудием. Яркий пример – битва под Цицорой в 1620 году. Тогда буджакскими нагайцами было захвачено 12 больших польских пушек. Анализ письменных источников позволяет сделать вывод, что крымско-татарские военачальники прекрасно осознавали преимущества собственного артиллерийского парка и отрядов Тюфингчи. Полководцы ханства постарались как можно скорее начать применять инновационные виды вооружения. В походе на Московию в 1643 году в состав крымских войск были включены многочисленные подразделения Тюфингчи. Для усиления огневой мощи ханских войск к боевым действиям были призваны союзные запорожские казаки. Наличие многочисленных ружейных стрелков существенно усилило крымско-татарское войско, которое проявило в боях непревзойденную стойкость и упорство. В 1644 году нагаи эффективно применили против противника тактику огненных засад. В 1646 году крымская конница, сражавшаяся с русскими войсками, была усилена многочисленными пехотинцами, пушками и артиллеристами из Азовского гарнизона. Несмотря на малочисленность оружейных стрелков и пушек, они производили сильное впечатление на соседей ханства, в глазах которых огненный бой превращался в характерную черту крымско-татарского военного искусства. Однако наличие артиллерии и огненной пехоты, значительно усиливающих крымскую армию и ее тактический арсенал, не привели к коренной реорганизации вооруженных сил ханства, основу которых по-прежнему составляли легкие конные лучники. В XVII-XVIII веках по всему Западу и Востоку распространилась слава о крымско-татарских карабинах. Появляются и новые технические находки, позволяющие производить новые типы оружия. Такие, например, как ранее неизвестное плоскоствольное ружье, заряжавшееся 2 пулями. Но кроме холодного и огнестрельного, крымское ханство славилось и другим видом оружия, классифицированное как метательное. Сюда вошли непревзойденные крымско-татарские луки, умеющие выпускать сразу 2 стрелы, копья и пращи. Но об этом мы расскажем в следующей серии.